Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Продажа элитного участка земли в Любляне российским олигархам принесла миллионы прибыли мужу словенской президентки. С таким громким заголовком вышла статья расследования на словенском журналистском сайте нецензурировано.си. Суть расследования состоит в том, что в конце 2022 года в Словении проходили президентские выборы. И одним из кандидатов, а вернее кандидаткой, была Наташа Пирц-Мусар. А ее супруг Алиш Мусар не задекларировал перед президентскими выборами тот факт, что он является совладельцем элитной земли в Любляне. А сразу же после того, как его жена победила на этих выборах, он свою долю продал некой компании. И сейчас журналисты-расследователи пришли к выводу, что новым бенефициаром элитной земли в Любляне стал некий бизнесмен, который связан с российскими олигархами, находящимися под санкциями. С подробным расследованием вы можете ознакомиться на сайте нецензурировано.си. Ссылку оставлю вам в описании под этим видео. А как вы считаете, есть ли в этой сделке какие-то нарушения со стороны семьи Мусаров? Должны ли были они узнавать заранее, кто будет являться конечным выгодоприобретателем? В четверг вечером произошла крупная авария, которая заблокировала Штырийское шоссе. Виновником ДТП стал российский гражданин на автомобиле Ford Transit, который в своем прицепе перевозил собак. Некоторые клетки при столкновении открылись, и нескольким собакам удалось убежать. Собак долго ловили. К счастью, ни одна собака не пострадала. Собак разместили в кошачьем доме. Непонятно, почему в кошачьем. До выяснения причин бедным собакам приходилось находиться в кошачьем доме. К счастью, ни одна собака не пострадала, и всех собак вернули их законным владельцам. Но из новости осталось неясным, откуда же российский гражданин и куда перевозил этих собак. Центр словенской столицы Любляны становится все небезопаснее. Горожане бьют тревогу, обращаясь в муниципалитет Любляны с требованиями навести порядок. Движение транспорта в центре Любляны становится все более сложной задачей, а новости о пробках практически стали постоянными. Пробки на дорогах не единственная проблема, с которой сталкиваются горожане. Словенская цеста представляет особую проблему. Если кто не знает, словенская цеста – это дорога в самом центре Любляны. Легковым автомобилям нельзя ездить по этой улице, но на ней свободно передвигаются помимо пешеходов автобусы, велосипедисты, самокатчики, доставщики еды, а также гости отеля «Слон», который находится на этой улице, подъезжают к своему отелю и паркуются там в 2 ряда. А вы заметили, что Любляна стала похожа на Москву? Или вам по-прежнему кажется она таким же безопасным городом, как и раньше? Делитесь своим мнением в комментариях. Провели интересный опрос среди туристов. Туристов спросили, что им заказали их друзья, близкие, знакомые привезти из Словении. И на первое место вышел словенский мед. Словенский мед – самый желаемый подарок из Словении. К сожалению, в новости не указано, какой ответ является вторым по популярности. Мне кажется, что это просто какие-нибудь словенские магнитики. Друзья, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет завтра в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне температура от плюс 17 до плюс 32 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый 2-3 метра в секунду. Порывы до 8 метров в секунду. К сожалению, жара нас не отпускает. Спасибо, Алиса. Да, прогноз обещает. Но вы любите жару? Друзья, на этом Понимаю. В такую погоду хорошо дома сидеть с кондиционером. Друзья, на этом короткий выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!